أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين ربي يسر ولا تعسر إنك ميسر كل أمر نسير. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем по воле Аллаха цикл уроков по исламскому вероучению, по науке вероубеждения. И мы рассказали о важности этой науки, о том, что эта наука необходима каждому человеку, каждому мусульманину. И в чем именно заключается эта необходимость и что именно нужно знать человеку, об этом мы постараемся сегодня немного рассказать. Дорогие братья и сестры, каждый человек должен обладать правильными убеждениями. Поэтому автор книги «Кифаятуль Авам» шейх Мухаммад аль-Фудали аль-Азхари, рахимахуллах, говорит, что «И'лям аннаху яджибу аля кулли муслимин», что каждый мусульманин, то есть мусульманин в данном случае имеется в виду человек, который принял ислам и который является мукалляфом. Потому что обязанность, любая обязанность, которую возложил Всевышний Аллах, эта обязанность касается только мукалляфа, человека, который стал совершеннолетним и умственно полноценным. То есть человек, который может размышлять, может здраво размышлять и достиг совершеннолетия, будь это мужчина или женщина, этот человек обязан أن يعرف 50 عقيدة وكل عقيدة يجب عليه أن يعرف لها دليلا إجماليا أو تفصيليا. Что каждый мукалляф, каждый мусульманин должен знать 50 убеждений. То есть у этого человека, у мусульманина должно быть 50 убеждений, и каждое убеждение он должен знать с доказательством. Не просто ему сказали, и он поверил. Не просто, чтобы он где-то вычитал и этому поверил. Он должен это знать эти 50 убеждений с доказательствами. Доказательства могут быть иджмали ау тафсили, то есть общие доказательства и конкретные доказательства, подробные доказательства. Большинство ученых говорят, что человеку, мусульманину, достаточно знать доказательства в общем, то есть общие доказательства, не конкретные, не подробные доказательства каждому убеждению, а достаточно знать общие доказательства. Говоря о том, что является общим доказательством, а что является конкретным, подробным доказательством, ученые говорят следующее, что далилю тафсили, то есть конкретное, подробное доказательство, это когда, если у человека спросят, что является доказательством существования Всевышнего Аллаха, и он может ответить на этот вопрос следующим образом. Доказательством существования Всевышнего Аллаха является весь этот мир, вся эта вселенная, все, что вокруг нас. И когда задают ему дополнительный вопрос, этот мир, эта вселенная является доказательством существования Всевышнего Аллаха в каком плане? В плане того, что этот мир существует, или же возможно существование этого мира. Если человек может ответить и на второй заданный вопрос, значит этот человек обладает подробными доказательствами. А если человек не отвечает на второй вопрос, а говорит, а может сказать, что существование этого мира есть доказательство существования Всевышнего Аллаха, не зная ответа на последующие подробные вопросы, значит, у этого человека есть общие доказательства. И наличие этих общих доказательств существования Всевышнего Аллаха, в частности, и остальных сифатов, остальных убеждений, этого достаточно для мусульманина. Об этом говорят большинство ученых. Есть ученые, которые говорят, что каждому мусульманину необходимо иметь подробные доказательства, то есть знать подробные доказательства. Но самым достоверным, самым сильным мнением, на котором большинство ученых, это то, что человеку достаточно иметь общие доказательства. Если человека спросят, что является
доказательством существования Всевышнего Аллаха, чтобы он мог ответить, что доказательством существования Всевышнего Аллаха является весь этот мир, все творения Всевышнего Аллаха. То есть, если существуют эти творения, значит, есть тот, кто их сотворил. Вот это и есть общее доказательство. Это, хотя бы вот это необходимо знать каждому человеку. Это же касается и остальных сифатов, остальных убеждений мусульманина, о которых мы будем рассказывать, иншаллах рахман, в последующих наших уроках. Есть другая категория людей, которые не обладают ни общими доказательствами, ни подробными доказательствами. Это люди, которых называют мукаллидами, то есть человек, который сделал таклид, следует за каким-то человеком без доказательств, просто поверив ему на слово. Например, когда человек говорит, что он верит в существование Всевышнего Аллаха, и у него спрашивают, что является доказательством существования Всевышнего Аллаха, и он не может ответить на этот вопрос, он не может сказать, что является доказательством существования Всевышнего Аллаха, не говоря уже о том, что он смог бы ответить, как это является доказательством. То есть человек, когда не может ответить на вопрос, что является доказательством того или иного убеждения, этот человек является мукаллидом. Человек, который поверил кому-то, но без доказательств. Относительно действительности веры такого человека есть разногласия среди ученых. В частности, имам Ас-Сануси, рахимахуллах, говорит, что вера такого человека недействительна, что этот человек не считается мусульманином. Однако, достоверным же сильным мнением у ученых Ахлю Сунна валь Джамаа, которого придерживается большинство мусульман, это мнение, что иман, вера такого человека, который не знает никакие доказательства, но верит в эти 50 убеждений, вера действительно. Однако есть один нюанс, что этот человек будет грешным. Грех будет постоянно на этом человеке за то, что он не изучает эти доказательства, потому что он подвергает свою веру риску, подвергает свою веру искажению, потому что человек, который не знает доказательств для этих убеждений, он подвержен заблуждению, он может впасть в неверие легко, потому что нет никаких доказательств. И поэтому это является дополнительным стимулом, дополнительной мотивацией для каждого мусульманина, чтобы он стал изучать науку вероубеждения. Поэтому есть надежда, что каждый мусульманин, услышав вот это, задумается о том, насколько велик багаж его знаний в науке вероубеждения, исламского вероучения. Если человек не знает эти 50 убеждений, не знает для этих убеждений хотя бы общие доказательства, то этот человек находится в опасности, ему необходимо как можно быстрее приступить к изучению этой науки. Дорогие братья и сестры, когда мы поняли, что человеку необходимо изучать вероубеждения с доказательствами, имея на это логические доказательства, имея на это доказательства из Корана и Сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны понимать, что этим самым, что хотят ученые, алимы от нас, что хочет от нас Всевышний Аллах. Говоря о слепом следовании за мнением другого человека, то есть принятие этих убеждений без доказательств, то это принятие может быть разных видов. То есть, если человек сомневается в этих убеждениях, этот человек однозначно не мусульманин. Если человек, у него мнение преобладает, что наверняка это так и есть, то есть его не стопроцентное убеждение у этого человека, но мнение его склоняется к тому, что это является истиной. Вера этого человека тоже недействительна. Если человек, разногласия ученых о том, считается ли вера действительно того человека, который просто последовал за чьим-то мнением относительно этих 50 убеждений без доказательств, или же эта вера недействительна, касается того человека, который на 100% убежден в истинности этих убеждений. Если же человек хоть немного сомневается в этих убеждениях, то однозначно вера такого человека недействительна, этот человек мусульманином не считается. Поэтому даже тот человек, который на 100% уверен
в этих 50 убеждениях, о вере этого человека есть разногласия ученых. Хотя мы и говорим, что вера этого человека действительно, но он получает грех, есть ученые, которые сказали, что вера этого человека не действительно. Здесь важно подчеркнуть очень важный момент. Стопроцентная уверенность – это когда человек уверовал, поверил в эти 50 убеждений, и если даже кто-то его будет переубеждать, утверждать обратное, он ему не поверит. То есть, если у него такое твердое убеждение, то вера этого человека действительно, но он будет находиться в грехе, и ему будет грех за то, что он не изучает доказательства к этим убеждениям. Но если, например, человек уверовал таким образом, что он поверил кому-то, человеку, который рассказал, возьмем, пусть это будет Мухаммад рассказал Ахмаду о 50 вероубеждениях, и Ахмад поверил. Но если вера Ахмада такова, что откажись, Мухаммад, от этих убеждений, что он тоже откажется, то значит, вера этого человека Ахмада была недействительной. Почему? Потому что речь, когда мы говорим, что есть разногласия ученых относительно веры того человека, кто поверил без доказательств, мы говорим о такой вере, которая непоколебима, которая, вот как мы сказали, если один человек научил другого, и тот поверил, тот убежден в истинность этих 50 убеждений. И даже несмотря на то, что рассказавший ему человек отречется от этой веры, тот не отречется. Вот такая вера этого человека является действительной, но он получает грех. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим, что таклид допускается, это означает, что если человек уверовал, если человек поверил и знает эти 50 убеждений и убежден в них на 100%, то именно об этой вере мы и говорим. Таклид, как мы уже сказали, это есть слепое следование, то есть признание, вера, знание этих 50 убеждений, необходимых для мусульманина, не имея на это доказательств. Это знание может быть разных степеней. Если человек на процентов 20-30, менее 50% уверовал, знает это, то это называется вахм, это вера этого человека недействительна. Если человек сомневается, то есть у него 50 на 50 убеждений в этих 50 убеждениях, в этом случае, опять же, вера этого человека недействительна. Если у него нет стопроцентного убеждения в истинность этих убеждений, но, однако, все-таки его мнение преобладает о том, что это истина. Вера такого человека тоже недействительна. Также недействительна вера того человека, который имеет эти 50 убеждений, но неправильные убеждения относительно этих 50 вещей. Поэтому действительная вера считается у мукаллида только та вера, которая на 100% он убежден, что эти 50 убеждений являются истинными. Только у такого человека вера действительно считается. Только о вере такого человека есть разногласия ученых. Считается вера действительно или же не считается? И самое сильное мнение, что его вера действительна. Что же касается тех людей, которые имеют эти убеждения, знают эти 50 убеждений с доказательствами подробными или общими доказательствами, вера этих людей однозначно, она принимается, она действительна. Вера того человека, который менее 100% убежден в истинности этих убеждений, его вера однозначно не принимается. И вера того человека, который 100% убежден, но не знает доказательств, эта вера находится, это вера, в относительно которого есть разногласия ученых. Поэтому это должно стать дополнительной мотивацией, чтобы мы приступили к изучению этой науки, чтобы мы начали изучать эти убеждения, чтобы мы исправляли свои убеждения, вдруг там какие-то есть ошибки, которые сделают нашу веру недостаточной. Для примера можно привести такие высказывания ученых. Если человек, который кому-то на слово поверил и обладает этими 50 убеждениями, 100% уверен в этих убеждениях, то
мы сказали, что вера этого человека находится, о вере этого человека есть разногласия ученых. Если вера такого человека не крепка, то есть он может отказаться от этой веры, если откажется тот человек, которому он поверил, то значит вера этого человека была недействительна изначально. То есть для того, чтобы вера этого человека достигла такой степени, чтобы она считалась действительной, ему необходимо быть на 100% быть убежденным, что эти убеждения являются истинными, и эта вера, эти убеждения должны быть его непоколебимыми. Если даже тот человек, которому он поверил, откажется от этих убеждений, назовет их неправильными, неистинными, этот человек не должен от них отходить. Если он также вслед за тем человеком отойдет, откажется, не признает эти убеждения, значит, его вера изначально была недействительной. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы еще раз призываю, давайте мы будем изучать науку исламского вероучения, потому что это является основной, самой важной, самой главной наукой для каждого мусульманина, потому что если в этих убеждениях у человека будут ошибки, вера этого человека будет недействительной. А если вера человека будет недействительной, это означает, что все его деяния, все его хорошие слова, которые он говорил, все его деяния хорошие, которые он совершал, весь его ибадат, все поклонение Всевышнему Аллаху, оно считается недействительным, его Всевышний Аллах не принимает. Поэтому еще раз призываю, давайте изучать вместе науку исламского вероучения.